Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы, как всегда, открываем вечер выходного дня в гастростудии ресторана «Мусхая». В гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, приветствую! И к нам сегодня в гости пожаловал Николай Потапов, генеральный директор компании Vidroid Electronics. Здравствуйте. Николай, приятно познакомиться. И, как вы поняли из названия, у компании иностранное название, да. С чем это связано? Да. Расскажи, пожалуйста, немножко. Ну, название кондовое, прямо ведро и окончание ид, Vidroid. У нас эта компания ассоциируется как клининговая компания. В 2016 году я занимался клинингом. У меня была клининговая компания, где работало больше 100 человек. Ну, 100, 150 и вот где-то такого. Филиппинки? Нет, наши местные студенты в основном. У меня компания занималась тем, что мы мыли полы на объектах, выигрывали по тендеру, по обслуживанию. Как раз тогда этот аутсорсинг весь пошел. Аутсорсинг оттуда весь пошел, да. Мы объекты СВФУ, техникумы, колледжи, поликлиники, еще какие-то гособъекты. В общем, по тендеру обслуживали. А набирали в основном студентов. Но студент народ такой, что он активный, но не совсем мотивированный. И бывает так, что он месяц поработав, молодой человек или девушка могла уйти. Ну, просто текучесть большая, да? Огромная текучесть, кадров огромная. Вроде как бы неквалифицированный сильно труд, но тем не менее текучесть. Совершенно верно. Так. В тот момент мы начали набирать уже старый персонал, то есть людей, которые проверены годами, пенсионеров, людей. В общем, смешанный формат. Но все равно где-то допускаются ошибки, где-то штрафы приходят. И что-то не домыли, что-то не... Именно. И нужно было, надо было родить идею, чтобы качественно работало. А так как мы были помешаны на ведрах, то мы подумали, а вот было бы здорово, если бы ведро на колесах ездило бы за уборщицей и там полы подметала. Уборщица так вот пальцем повела и там техника помыла. Мы подумали, надо купить автоматизированные эти поломоечные машины, поломойки. Купили поломойки, как в аэропорту. Я взял кредит, купил эту поломойку за 400 тысяч, привезли, упаковали, и уборщицы отказывались пользоваться этой техникой. Потому что она имеет ценность и может там повредить что-то, и люди не хотели браться. Ответственность, боятся. Да. А оператора нужно нанимать мужчину, и тогда возникает вопрос, зачем нужно было вообще этим делом заниматься, если ты больше тратишь, чем зарабатываешь. Мы подумали, а что если мы человека удалим, и вместо него будет стоять искусственный интеллект? Напишем программу, напишем коды, установим колеса. И мы сделали это совместно с Северо-Восточным федеральным университетом в 2016 году. Мы сделали малое инновационное предприятие. И я, как клининговая компания, вложился в нее. Причем, заметьте, там были молодые ученые, аспиранты, инженеры, лаборанты. А с моей стороны просто боль и решение этой боли, решение проблемы. Потому что я в клининге уже 2012 года тогда был. И персонал ежедневно говорил, нужны снаряды, нужны ресурсы. И вот мы этим вопросом постоянно были озадачены. Ясненько. Николай, я понял, сейчас я тебе дал слово, сейчас полностью все расскажешь, да, но все-таки у нас передача кулинарного плана, кулинарное ток-шоу, и поэтому следующий вопрос я обязательно мы этой темы коснемся, да, потому что мы вокруг да около этого проекта будем с тобой разговаривать, но так как у нас передача немножко с кулинарным уклоном, кулинарное ток-шоу, как мы его позиционируем, что-то нужно нам приготовить. И с чем ты к нам сегодня пришел? Традиционный вопрос. Всегда мы его задаем. Я пришел с вам с традиционной китайской кухней. Сделай то, что выловил, то, что поймал, и зажарь. И все, что есть. И все, что есть, да. Так, и что? Я смотрю, вот. Это мидии, это креветки, это мясо, свинина. И, конечно, обязательно вкуснейший гарнир от нашего шеф-повара. И мне нужно будет от вас, патронаж, потому что я люблю путешествовать. И когда мы путешествовали в Китае, мы с женой, мы увидели, как готовят на китайской плите. То есть, проще электроплитку, в нее бросают еду, зажарят, и всей толпой ее готовят. Это было очень здорово, занимательно, то, что может участвовать. За разговорами и все прочее. Примерно как наша передача. Именно, да. Да, получается. Да, Петр. И вот я подумал, а что если, взять гриль, в этот гриль поставить, все повторить и сделать так же. Потому что хочется немножко вернуться в Китай, как туда путешествовать. По ностальгии. Поностальжировать. По ностальгии. Ну что, Семен, получится у нас такое? Да, получится. Тем более, что гриль у нас есть. О, отлично. Гриль у нас есть. Плиточку врубить и что? Нам нужна будет гриль, а также сковородка. Просто гриль, побольше масла и готовка. Тут
я, конечно, понимаю, что люди привыкли к высокой кухне, и когда что-то очень творческое, что это отдает. Нет, у нас всяко разно. Ага. У нас всяко разно. Понял. Гриль У поставим нас, как говорится, островной. самое главное не бояться делать, а получится, ну то, что... Поэтому это называется «Просто вкусно» передача. Просто вкусно. Отлично, отлично. Итак, следующий традиционный вопрос. Мы, пока у нас плитки разогреваются, да, Так, подожди. Николай. Ага. Ага, поэтому это... Мясо, я как полагаю, надо тоненько, Так, точно. Да. Тоненько порезать. тоненько порезать. И пока Семен тоненько нарезает, традиционный вопрос, следующий, который я всегда задаю своим гостям. Николай, расскажи немножко о себе. Откуда родом, где рос? Ну, портфолио немножко все-таки. Хорошо, Да, хорошо. и зрителям интересно. Меня зовут Потапов Николай. Я родился в городе Якутске, в семье врачей, и я диагностический медик. То есть моими родителями являются врачи. Ага. Моими бабушками являются медики-врачи. Ага. Моими сестрами, тетями, дядями тоже врачи. Я даже женился на, Врачихи. на провизоре. Это врач, который делает лекарства. Лекарства. Провизор. Так, Ну, их еще называют мастера по зельеварению. зелье варенье. Да. Ну, Ага. это супругу иногда называют, потому что мы поклонники Гарри Поттера и все такое. Ну, в общем, закончил я 26-ю школу, поступил в медицинский институт, занимался общественной деятельностью студенчества. Ага. И всю дорогу думал, что ты станешь врачом. Всю дорогу я думал, что я стану как отец, как мать, как бабушка, как дядя, как тетя, как братья, сватья. Спасать людей. Ну, да, Лечить. да. И с 14 лет я устроился работать даже санитаром в медцентр. То есть там оказывал Вау. помощь, да. А в студенчестве еще подрабатывал медбратом или санитаром на скорой помощи, или в травмпункте. Ну, в общем, искал себя именно по профессии, там, быть или хирургом, или терапевтом, или же там узким специалистом. Но в какой-то момент в жизни я увлекся общественно-политическими делами. Мне понравилось быть общественником, поэтому пошел в профсоюз студенческий. И как-то меня это кривая... Студправком. Студправком. Университет. Да, ЯГУ. ЯГУ. В 2008 году я из-за своей общественной деятельности немножко забылся и был отчислен с учебы. Так. Увлекся Да. общественной деятельностью. Увлекся, да, каюсь, мой косяк, слишком общественностью занимался больше. И на 6-м курсе был отчислен по академической своей неуспеваемости. Да, такое тоже есть. Да. Ну, может произойти. И Да. на 6-м курсе даже. Да, председателя профсоюза. Ну, в общем, я учился не сильно хорошо. И Ну, на самом получается, деле... ну, и Получается, да. И казалось бы, есть за что, да? есть за что. Поэтому, чтобы отработать косяк свой перед обществом своей семьи, перед обществом моих однокурсников, друзей, моих преподавателей, в которые меня верили и верят до сих пор, я пошел в армию. Так. Да, радикально. И в 2010 году, получив сержантские лычки, чуть раньше окончив службу, типа как командировочный, приехал в город Якутск восстанавливаться на 6-й курс. Все-таки как бы начатое дело закончить. Да, надо закончить. И закончив и на 6-м курсе как раз я познакомился со своей супругой Ириной, которая училась на 3-м курсе этого же медицинского института, но ЯГУ уже был превращен в СВФУ. Мгм. И там было очень популярно студенческое направление по предпринимательству. И меня затянуло снова, но на этот раз я уже не косячил по учебе. Да. Ну, Никаких сначала учеба, а потом уже это. Только учеба, а все остальное либо глубоко поздно после занятий, либо же вечером свободное от работы время, от учебы и работы время. И деньги, которые я зарабатывал на скорой помощи или в травмпункте, я начал экономить, инвестировать в свой первый стартап, студенческий стартап. Так, что это было? Это была компания, которую я выкупил у моих друзей, у Пети Гоголева и Паши Чирикова. Они уже тогда закончили университет и устроились в государственную службу. А свой стартап они продали мне, ну, условно продали, за банку Кока-Колы. Так, это что было? Это была ООшка, которая занималась выпуском газеты. Газета называлась «Read Me». Прочти меня с английского. Readme, ну. Да. В свое время я в студенчестве, кстати, был одним из основателей этого направления, как студенческие газеты. Да, я этим тоже занимался. И начал заниматься тем, что еще трудоустраивать молодых людей на подработке. Собственно говоря, уборка снега, вынос мусора, там очистка льда. Рекрутинговое агентство. Рекрутинговое агентство. HR. Да. Так. Да. А так как я после службы в армии, и в должности сержанта, я научился работать с коллективом. Ну и плюс работа в мединституте, чему научила. Учеба в мединституте — это брать на себя ответственность и не пасовать. То есть вот надо дойти до конца, надо дойти и сделать. Мгм.
Так что вот получив такую прокачку, я, собственно говоря, уже по окончании медицинского института уже твердо знал, что, к сожалению, я буду не врачом. Дальше что? Пока Да. я все Касимян промывать. Ну, в общем, Петр, тогда я познакомился с будущим директором технопарка Якутия, с Габышем, с Семеном Анатолием Скалоновичем. Да. Это сейчас он министр, а тогда он Да, был тогда был директор технопарка. директор технопарка, Там да. сидели, ага. И тогда он поверил в нас, он поверил в мою команду, что мы сможем обеспечить аутсорсинг его предприятию. Мгм. И когда в 2012 году технопарк открывался, мы, как наша рекрутинговая организация, взяла первый крупный контракт на клининг, на годовое обслуживание технопарка. И нам это понравилось, потому что это клево. Ну Ты берешь контракт, год тебе от этого Обслуживаешь. контракта обслужишь, там определенная сумма падает от контракта ежемесячная, и ты знаешь, что в следующий месяц у тебя есть гарантированная работа. Ну, не у тебя, а у ребят. А Да, твоя ну, задача- контракт да, предписан, Да, все идет, деньги идут. Да. А главная задача моя была то, что организовать процесс и самое важное не косячить. Не Ну да. косячить. Если сотрудник не вышел на уборку, По институту ты уже знал, что это такое. да. Не косячить. Не косячить. Да. И бывает так, что кто-то не вышел на работу, ты, пиджак снимаешь, галстук снимаешь, рубашечку, скидываешь, Раз и идешь, сам. да, и так вот, засучив рукава, идешь сам делать ту работу, которую, например, Кто-то не смог. Да. ну, кто-то не пришел, потому что он в этот день был на сессии, скажем так. Допустим. Да. Да. И, в общем, так что студент это очень высокомотивированный, но, скажем так, но коллектив, который требует постоянного такого мотивирования. Мотивирование имеется в виду, утром звонишь и спрашиваешь, ты сегодня не придешь или ты забьешь на работу? Мгм. Потому что часто такое происходит. А мыть полы надо. А у меня объектов примерно на... Контракты растут. Тендеры Да. выигрываются, конкурентов мы давим за счет демпинга, за счет того, что качественно работаем. И поэтому думаешь, вот, что бы такое придумать, чтобы помогло людям выполнять тяжелый, низкомаржинальный, рутинный труд. Так. И я подумал, а если робота? Очуметь. Очуметь, да. И подумал, а пусть будет робот Видроид. Кстати, когда мы писали этот проект, у нас было больше 20 вариантов названий. Пацаны из инженерного и из физико-технического института Северо-Восточного федерального университета, Филиппов Иван Михайлович, мой партнер, основатель и настоящий изобретатель роботов, он тогда был звездой ФТИ, и он предлагал названия, которые были очень такие технологически, очень круто звучавшие. Мгм. И в какой-то момент я подумал, пусть будет Видроид, а уже час ночи, уже завтра выступление, презентация проекта перед Евгенией Саевной Михайловой, ректором Северо-Восточного федерального университета, и мы такие все ответственные, мы же должны совместное предприятие сделать, должно быть все по-нормальному. Ну, И по-взрослому. По-взрослому, должно Да, быть крутое название. И мы все такие думаем, мозги кипят, и говорят, давай так, назовем Видроид, а завтра что-нибудь поумнее придумаем, и так и будет. Кто-то Ну, умнее вроде придумает. как андроид, но бедроид. Да. Созвучно получается. Созвучно. А потом мы забыли об этом, что какие-то названия у нас были предложены. Мгм. Утро следующего дня, у нас презентация уже после обеда, там заседание молодых ученого совета. И там как-то мы вот так вот вышло, что Евгения Александровна смотрит на нас и говорит, проект хороший, название надо вам поменять, потому что какое-то оно такое, детское что ли, такое смешное название. И она была права. Какое-то слишком народное, типа, да? Слишком много. И там профессора, ученые, предприниматели такое. Название тупое меняйте. И они были правы. Чертовски правы, что нас с этого сейчас мотивировали. Мы объединились, потому что давайте вокруг этого названия, просто потому что оно по фану пошло. Оно пошло по веселому духу и по позитивному настроению. Поэтому мы так и решили обозваться. И вот И спустя... всё, не поменяли ни разу. Не поменяли. Ага. В 2016 году открыли свой стартап, в 2017 году его зарегистрировали и начали заниматься инвестированием в разработки. В какой-то момент вышло так, что мы много инвестировали. Сперва потратили 500 тысяч, потом ежемесячно по 100, по 200, по 300. И в течение 3 лет мы инвестировали порядка 6 миллионов рублей. И вышло так, что моя компания уже начала нести убытки. Я упустил момент, когда надо было удерживать контроль над компанией. И контракты начали заканчиваться, новые не идут. Я проигрываю, люди отходят, компания сыпется. И наступил такой период, называется долина смерти. Это когда у тебя работа есть, ты знаешь, что ее выполнять, но денег нет ее закончить, завершить. А проект надо еще инвестировать. И вот тогда мы с Иваном последние свои средства, последние деньги, он свою зарплату, стипендию, последнее время, мы все поставили на эту лошадку, на Видроид.
И в 2019 году она выстрелила. Мы смогли сделать первый работающий прототип. У нас было 3 первых прототипа, которые это MVP, то есть минимально работающий продукт. То есть что-то на колесах едет, сыпется, ломается. Через полгода снова что-то едет, сыпется, ломается. И так несколько раз. Потому что инвестирование в технологические проекты, связанные не с компьютерами, не с телефонами там, или с компьютером, не софтом, а вот именно hardware, то есть на технологические железячные разработки. Которое должно что-то физически делать само. Да. Оно еще выполняет несколько системных функций. То есть робот должен видеть самостоятельно, принимать решения по передвижению. Да. Параллельно он должен мыть полы. Оценивать площадь. Оценивать площадь. Он должен а после этого параллельно мыть полы, то есть работать в агрессивной среде. Электроника и вода, они не дружат. Да, конечно. Он должен мыть влажные полы. После этого засасывать грязную воду в себя, отработав маршрут, приходить на базу и сообщать, что все, его надо обслужить. Я хорош. Я хорош. Работа выполнена. Да, работа выполнена. И также он должен сообщать, видеть людей и сообщать о своем прибытии, либо же обходить людей, либо останавливаться. В итоге это целый комплекс задач был. И вот мы этот комплекс задач могли только в 2018 году решить, спустя 3 года инвестированный, начиная с 2016 по 2018 год, мы все инвестировали, и у нас получилось. То есть мы взяли хороший контракт на обслуживание. Так. По контракту мы смогли внести туда корректировку по то, что роботами будем проводить уборку. И роботами начали проводить уборку. Это был большой корпус КФЕН, корпус факультета естественных наук СВФУ. Мы убирались, в нас поверила Евгения Саевна. Она поверила в то, что мы сможем это сделать. То есть КФЕН мыли? КФЕН Но мыли. я учился тоже в КФЕН, я в университете КФЕН заканчивал, да? Да. Но там же есть лесенки, есть лифты, есть другие этажи, там что? Ключевая фраза «лифты». Да. Робот убирал, ты же помнишь, что там это коридорные, эти большие коридоры. Большие коридоры, да, большие вот атриумы, да. Атриумы, да. И техника, она в течение часа должна эту территорию убрать. Потом оператор робота загонял в лифт, поднимал на следующий этаж и снова. Так как все этажи были однотипные, то технику не надо перепрограммировать и наводить новый план. Да. Он просто шел по работе. А он по плану работает? По плану То есть как бы генплан площади и все, он да. знает это, куда идти. Да. Но очевидцы верно сказали, что робот работает громко, шумно, и преподаватели делали мне замечания по башке. То есть кто-то учится, а тут как... Да. А он едет, он же как пылесос, он такой гул, такой всасывание грязной воды. И мы могли мыть только его на первом этаже. И тут возникает вопрос, а зачем оно нужно в помещении, где есть люди, из-за столько шума, надо было погашение шума. Но это снова инвестирование, снова разработки. И тут в какой-то момент мы стали резидентами технопарка Якутия. И мы подали заявку. Подали заявку в 2018 году, стали резидентами технопарка, и технопарк нас поверил. Они начали нам искать пути продвижения нашего проекта. И благодаря их маркетинговой стратегии протекции проектов за регионами, они связались с Республикой Казахстан, с венчурным фондом Техгардом. И казахстанцы отправили сюда своих делегацию на проверку, что за техника и может она работать. Это что такое вообще, да? Да. Так. Их делегаты приехали, убедили, что оно существует, что объект убирается, что все это, и только после этого нам позвонили. И сказали, так, ребята, давайте-ка встретимся в Мусхая. А мы такие, кто, где? Вот здесь прямо мы встретились. Так. Да, вот тут на втором этаже пили чай, кофе. И казахи, они сказали, техника у вас интересная, мы хотели бы в нее инвестировать. Но надо, чтобы вы в Казахстане эту технику себя показывали. Надо, чтобы вы в Республике Казахстан... Ты такую некую презентацию сделали, да? Да, презентацию, да. Так. И мы поехали в Казахстан. Да, и вы поехали в Казахстан. Что произошло? Первым делом нас очень тепло встретили. Там очень такой благодушный климат для айтишников. То есть там предприятия, которые занимаются технологическим бизнесом, очень ждут. Что в Алмате, что в Астане. И нас очень тепло встретили. Прямо как младших братьев сказали. Ребята, как своих, да? Как своих, конкретно как своих. И сходу же предложили, вот есть предприятия, которые готовы у вас технику покупать. Мы даже не искали. Они сами привели крупную компанию, которая обслуживает международный аэропорт Астаны. И там еще почти полсотни объектов. И Алибек Сисимбин, директор компании, сказал, ребята, вот давайте так, мы сделаем презентацию, вы нам роботов продадите, но это надо сделать красиво. Это было круто, потому что, все тебе прям, все идет тебе под ноги, в руки, легко идет. И когда мы в Казахстан приехали в Астану, начали делать презентацию в международном аэропорту,
нас встречала вот такая делегация, ну не знаю, ну человек 15-20 именно представителей СМИ, то есть там было национальное телевидение, там были МИР программа, там были представители местного, регионального, федерального, ну их республиканского телевидения, и самое главное, там были еще интернет-СМИ. И все задавали вопросом, что это такое, почему робот Vidroid это российское название, а в Казахстане вы называетесь робот Nomad, с английского переводится кочевник. Мы объяснили, что данное устройство, оно является сделанным в Казахстане. Мы резиденты Казахстана. По одной простой причине, потому что мы открыли там предприятие, мы стали налоговыми резидентами, и технику, которую мы под брендом Nomad продаем, мы налоги платим по казахстанским меркам. То есть там продали, сделку оформили в долларах и налоги заплатили, валюту вывезли. Так. То есть это было круто. А самое здоровское то, что местные казахстанские инвесторы предварительно нас инвестировали. Так, сразу перебиваю. Откуда они у вас узнали? Технопарк Якутия. Из-за этого. Технопарк Якутия. Это которые помогали вам в продвижении этого в упаковке проектов, в правильной постановке вопросов, в поиске цели и задачи, решения. То есть вот мы знали, где боль, и вот решение этой боли, а все, что вокруг, мы не понимали. Что такое упаковка проекта, что такое продвижение, что такое маркетинговый план. Ну, мы знали, что вот надо тендер выиграть, вот туда роботов положить, и вот как-то вот так вот. И благодаря Технопарку Якутия, и то, что с нами очень тесно работал Северо-Восточный федеральный университет, ректором которого тогда была Михаила Евгения Исаевна, и нам очень сильно помог физико-технический институт, особенно ФТИ, да, особенно Филипп. Я его заканчивал. Да. Физфак тогда был. Да. Супер. Здесь вот что хорошо, здесь можно, в китайском варианте, это обычно большая плита, примерно на пол стола. И там все толпы участвуют. Все подряд. Все Кто подряд. что хочет, да. Вообще все подряд. Поэтому, как говорят китайцы, мы двигаем, все, что двигается, мы едим, а все, что не двигается, мы двигаем и едим. Соль. И вот, да, мы добавляем соль, немного, и вот хлопья вот эти. Вот эти. Да. Китайские. И вот такие хлопья чили, немного. Семен, когда я сказал супруге, что иду на программу «Просто вкусно», меня супруга долго смеялась. Она говорит, Коля, ты же готовить-то не умеешь. Что ты будешь там показывать? Ты же, яичница, да, суп, пельмени еще. Я сказал, как что? То, что мы в Китае полюбили, все, окей. Давай, бери ингредиенты и делай то, что китайскую еду. Мы очень, мясо. очень любим, скажем так, азиатскую кухню, поэтому если любая возможность... Дома? Да. А дома, получается, больше жена готовит? Посмотри на меня. Конечно, жена. Больше жарить, да? Да. На сухой, да? Или все-таки маслом смазать? Чутка смазать лучше. Давай, масло. Чутка. Чутка. О, жареха пошла. Пинцет. Если можно, немножко можно уменьшить. А то это прям... Да. И что хорошо, просто готовишь, просто жаришь. И просто и вкусно. Просто вкусно. Просто вкусно. Когда я к вам ехал, да, я думал такую вещь. Кому я передам привет? Я хотел бы передать привет моей любимой... Да, Поле чудес. Поле чудес. Да, я хотел передать Чехановой Любовь Михайловне, моей любимой теще. Большой привет. Большой привет. Да. Привет, Хандыге. Как ты говоришь, большая поклонница передачи. Да. Мы любим вашу передачу. И, конечно, пользуясь случаем, передать привет моим детям, моей маме, моему папе, моему брату, моей родне. И, в общем, ребят, я готовлю по телеку, это круто. Это реально круто. Да. И надеемся, получится просто и вкусно в конце. Надеюсь, это получится просто и вкусно. Я вообще люблю вкусно покушать, и чтобы это было просто сделано. А здесь, мусхая, это, конечно, очень круто. Так.
Ну, у тебя здесь холодно получается, тем не менее. Ну, надеюсь, получится. Итак, что потом после Казахстана? После Как, Казахстана как сейчас обстоят дела? сейчас обстоят дела так, что, ну, в общем, мы несколько роботов смогли продать в Казахстан, несколько партий. Потом получилось реализовать технику в Уральском федеральном округе. С нами заинтересовались россияне, которые занимаются профессиональным клинингом на Урале. И они начали нам заказывать технику. Получилось у нас примерно больше 100 предзаказов, и мы продали больше 10 роботов сразу же, первый же год. А где вообще делается? Это какой-то завод есть или фабрика? Нет, все делается в городе Якутске, в технопарке. гараже, Да, нет, это технопарке Якутия, в промышленном кластере. И там как раз были условия для производства промышленного. То есть там А где берете комплектующие или все сами вытачиваете? Ну, это как бы получается некая сплав металла и пластика. Да. И еще плюс это программное обеспечение. Да, программное обеспечение. Да, здесь голова, здесь мозги. Ну. Абсолютно верно. Так вот, Петр, когда ты занимаешься обратным реинжинирингом, ну, проще говоря, часть технологий адаптируешь под российские реалии, то мы железо брали здесь, в Якутске. Металл, пластик, все, что можно, колеса, двигатели, все мы брали в городе Якутске, в России точнее, заказывали через ЕМС, через Почта России, и в течение 3-4 недель нам все заказы приходили. Электроника, конечно, вся была родом из Китая. Микроконтроллеры, лазерные лидары. Это как сонары у автомашины, да? Да. Машины. Да. И самым дорогим моментом вышло то, что материнские платы. Мы покупали их в Америке. В Америке, да, мы сделали заказ в США и приобретали. В какой-то период Иван предложил, а почему бы нам материнские платы и драйвера управления не делать в городе Якутске? И мы начали их сами делать здесь, в Якутске. Материнские платы? Материнские платы. Материнки обычные, просто платы на текстолитовой основе. И мы начали их... Немножко не так, как я планировал, но я думаю, но очень вкусно, прям вообще слюнки текут. Так, и что мы там? По платам, да? То платы начали делать в IT-парке. То есть мы разделили свое производство на две части. Одно производство технологическое, оно именно занимается металлопластиком и производством прототипов. Каждая техника, она производилась в технопарке Якутия на Дзержинского 76. Нам в этом деле помогал Республиканский центр инжиниринга. Это подразделение технопарка, отвечающее за лазерную резку, за технологическую составляющую, за покраску, в общем, там такая была. Вид, за внутренний. Да. Это была такая внутренняя коллаборация. Нам помогали в этом деле даже наши якутские резиденты технопарка. Особенно Геннадий Бубенчиков со стартапом Технопластик. Как? Супер, вообще идеально. А по программной части нам помогала команда BBTech. Это наш якутский стартап, якутская компания, которая занимается производством программного обеспечения. Они помогли нам сделать мозги робота совместно с нашим главным программистом Шадрин Федот Степанович. Он, кстати, главный программист всея корпорации Прометей. То есть у нас есть очень сильные кадры со стороны программистов, есть сильные кадры со стороны инженеров-конструкторов. И все эти ребята местные, Федя и Иван, Федот Шадрин и Иван Филиппов, родом вообще из Синска. То есть это, такие ребята конкретные выходцы. Местные кадры. Очень местные кадры и, самое главное, позитивно заряженные. Мне очень нравится то, что когда занимаешься технологическим проектом, я вытру, да? Здесь, в Якутске, тебе помогает своя земля, тебе помогают партнеры, тебе помогают контрагенты, тебе помогают правительство, все помогают, все настроены на то, чтобы у тебя получилось, чтобы у тебя эта история выстрелила. Поэтому, искать счастье за границей, это, конечно, тоже... Особенно в нынешних реалиях, когда вот у нас остро стоит вопрос, который импортозамещение обязательно, да, то есть получается, что все комплектующие у вас уже внутренние. Да. Уже так. Да. Ты же говорил, что где-то заказывали в Штатах, например. То, что в Штатах можно было делать, мы смогли еще тогда, в 2019 году, реализовать в России. В Якутске. Какой России? В городе Якутске, проспект Ленина 1, кабинет 524. То есть мы занимались тем, что выпекали драйвера управления, платы,
и сами их паяли. Сами же, да? Сами же. Это несложно оказывается, когда ты просто веришь в свой проект, и тебе нравится то, чем ты занимаешься. Вот, Семен, тебе же нравится, вот Да. это же, вот когда-то это было хобби, а теперь это стало твоей судьбой. Да. А в нашем случае у нас почти то же самое. Нам в детстве нравилось работать с электроникой, что-то там печатать, что-то там резать на лазерном станке, либо же до лазерного станка, просто на станке. Вот так было, да? Ну, в итоге, я говорю правильно, да? Да-да-да, если готовы, видите. Ага, да. И, в общем, ну, на тот момент мы поняли, что клининг это уже, ну, это тот бизнес, который мы уже не сможем потянуть по одной простой причине. Нельзя на два фронта разбиваться. То есть, скажем так, занимаясь технологическим бизнесом, ты должен именно им заниматься, должен в него верить. Если ты занимаешься именно классическим бизнесом, но с элементами технологического, это хорошо, конечно, но когда у тебя есть полностью готовый продукт, ты его используешь как решение. В нашем же случае у нас это было решение экспериментальное. То есть мы должны были поверить в свою продукцию, поверить. Чего я хотел добавить? Да, это в конце уже, когда будем на прием пищи. Поэтому вот говорят же, что в последнее время не хватает проектам, ну, как бы, веры в себя, духовности. Так вот, это правильно говорят, потому что нужно верить в свою технологию. Вот как в этом. Знаете, компьютерную игру Warhammer 40 000 играл? Нет. Окей. Counter-Strike играл. Counter-Strike, хорошо. Есть такая фракция в Warhammer 40 000, называется орки. Это такие, ну, зеленокожие качки. И у них есть психополе, которое вокруг их вокруг их расы витает. И если они верят, что, например, оружие может стрелять, собранное из хлама, оно стреляет. Что машина, которая собрана из разбитых деталей, может работать, оно работает. И тогда они в это верят. И вот, когда ты веришь, вот так же, как орк, то, что у тебя получится, как бы это что ни звучало, оно начинает получаться. Потому что очень много надо поверить в себя. Какие планы компании у вас? Сейчас мы стали резидентами фонда Сколково, это в Москве, благодаря тому, что теперь можно быть резидентами экстерриториально, то есть не находясь в Москве, а находясь в Якутске, зарегав компанию в ЕКТ в Якутске и став удаленными резидентами, то мы получаем те же самые преференции. Самое важное – это микрофинансирование микрогрантами. Но оно поступает не в карман компании, а напрямую в Центр коллективного пользования, где профессиональные инженеры, конструкторы уже свой проект двигают. И благодаря технопарку, опять же, технопарку Якутия, IT-парка, мы смогли получить статус резидента фонда Сколково. С нами занимались на подаче заявки, на этапах финансирования, на этапах подачи заявки, на этапах по продвижению проекта. И самое важное, они помогли нам с пониманием нашего бизнеса. Кстати, по времени тайминг мы укладываемся, да? Да-да-да. Да, укладываем. Ну, сейчас Получается, очень они интересно помогли рассказывают. углубиться, да? они помогли углубиться, помогли понять наш проект. И самое важное, технопарк, он помог со Сколково. Сколково – это это институт развития, который помогает технологическим проектам коммерциализировать их разработки. А технопарк Якутия – это что-то вроде мини-Сколково. Кстати, оно стало резидентом, то есть оно стало региональным оператором Сколково и помогает нашим якутянам становиться чуть богаче, чем они сейчас. И благодаря вот нашим… Может быть, меньше огонь, да? Меньше. Да, пожалуйста. И благодаря всему вот этому, всей этой истории, так получилось, что я теперь работаю еще и в составе агротехнологического университета, то есть Арктического государственного агротехнологического университета АГАТУ. Это наследница ЕГСХ. Да. И работаю… ЕГСХ АГАТУ. ЕГСХ АГАТУ. Я сейчас являюсь проректором по цифровизации. У нас очень толковые молодые студенты, которые занимаются студенческими стартапами, которые занимаются технологиями. И я на своем примере стараюсь воодушевить наших студентов на то, что… Что, оказывается, можно даже сидя здесь. Да, что все это можно здесь делать. В ЦВФУ ребята в это поверили. В АГАТУ надо, чтобы поверили. И ребята начинают в эти проекты верить, создавать свои стартапы, свои бизнесы. Мы даже открыли новый индикатор в АГАТУ. Называется «Стартап как диплом». То есть студент АГАТУ может открыть ООшку и ИП, заниматься бизнесом во время студенчества. И это будет зачитываться и на как основе диплом. этого как дипломную работу делать. Да. Но единственное условие, чтобы это было как-то связано с его проектом, с его дипломом, Ну, его понятно. направлением. Ну, например, это инженерная
это тракторы, это техника. Если агротехнологическая, то есть это могло бы помочь именно продвижение именно проектов, связанных с сельским хозяйством, либо же земельной работой с кадастровыми. Ну, проще говоря, работа у нас очень интересная, работа веселая. Вот это то, чем я сейчас занимаюсь. Но вам я маленько открою небольшой секрет, что сейчас роботы Сколково, наши ведроиды, они модернизируются. И, да? да, и в этом году мы... То есть, типа, версия 2.0, версия 3.0. Версия типа. 4.0. Уже 4.0, Да, уже потому что- четвертая да, версия. четвертая. Я немножко перескочил. В 2019 году мы в конце года продали последнюю партию, 10 роботов. И получив обратную связь от РЖД Россия, Домодедово, с нами связались эти крупные компании, крупные предприятия. Они сказали, сделайте нам продукт, который был бы более, ну, скажем так, модернизированный, по которому мы могли бы у вас купить их несколько сотен, несколько больших партий. Большой И, партия. да. И мы в ходе разработок, в ходе вот этих отверточной сборки в городе Якутске поняли, что очень важно иметь промышленный прототип. Промышленный, означающий с правильной документацией международного уровня, со всеми патентами, со всеми разработками. И поэтому мы прекратили пока что производство отверточное и занялись модернизацией техники с помощью институтов развития, того же самого фонда Сколково. Поэтому мы сейчас стараемся делать все умно, по закону, строго. Уже что-то новое, еще более мощное сделать, да? Не то, что более мощное, более жизнеспособное, я бы даже сказал, потому что Модернизированное, да? модернизированное, да. Потому что когда мы не одни в мире, таких компаний довольно Ну, много. конкуренты наверняка-то есть. Конечно, конечно, они Да. есть в Швейцарии, в Германии, в Азии, в Корее, даже в Китае. Но там, правда, в них инвестируют компании, ну, от 100 миллионов долларов и более, потому что там это крупные компании типа Bosch, типа Керхер. Да, либо ну, вообще, Greenfix. это гиганты, да, Это мировые гиганты, лидеры. это но- мировые гиганты, лидеры. И А как вы выживаете тогда среди них? Мы- Чем конкурентное преимущество это главное? продали. Чтобы сырая не было. Я понял, хорошо. Чем мы их за счет того, Конкурентное преимущество какое? конкурентные преимущества – это искусственный интеллект. Мы написали совершенно случайно код, который позволяет, ну не мы, а молодой ученый Айсхан Алексеев. Сейчас он в стартапе «Алтан», предприятие, которое обучает детей программированию, написал и запатентовал разработку искусственный нейрон. Это возможность роевого мышления роботов. Наши роботы между собой общаются, Так. то есть без оператора. Ну, Случайно. то есть, как в фильме «Терминатор», уже скоро техника поработит нас, да? Ну да. Может такое произойти. Может. Машины восстанут. Может. Но вот в них поэтому мы зашиваем программный код как, ну, как сказать, программу безопасности для людей. То есть они должны обходить препятствия людей, Ага. и мы по всем... Первое правило робота — не стрелять в человека. Ну, условно. Ну, да, Петр, ты прав. Не сбивать человека, да? Не сбивать человека. Робот должен пожертвовать собой ради человека. Если он, например, видит, что столкновение неизбежно, он должен остановиться и выключить свою работу и подать сигнал о том, что вот я работу не выполнил, но человека защитил. Конечно, это момент... Блин, звучит как сказка просто. Да, ну, именно в эту сказку поверили инноваторы из... Что? Продолжим жарить. А давайте, может быть, А, сегодня может будем жарить, да? Давайте. У нас уже время Да. заканчивается. Хорошо. Мне кажется, нам пообеда как раз все хватит. Самое то. Самое то. Самое Давайте сервировать, ребята, за интересным рассказом. Сервирнем. Так, руки где можно вытереть? Да, вот салфетки, вот это, пожалуйста. Ага, хорошо. Так, Да, Семен? Да. так, Да. кисло-сладкий соус он где-то там был. Кисло-сладкий Вот, соус. да, в принципе, можно любой. Вот еще, кстати, да, мы... А с вот хлебом- еще устричные есть. Совсем забыл, надо было еще хлеб пожарить. Он, кстати, когда жаришься на вот этом всем процессе, оно очень... Ну да ладно. Берем моллюски. Это получается вот такой ассорти у нас. Неплохо так получилось. Николай? Спасибо. Такой вот нижнему Семен. вот ассорти. Так, воспоминания о Китае у нас получается. Да, это именно как такое ностальгия о той поездке, которая была в Китай. Она была очень такой позитивной, что ли. Потому что там все было в новинку, все было в диковинку. Новая культура, совершенно другая, необычные блюда. А потом, когда в Якутск приезжаешь, ты же смотришь на все блюда по азиатской кухне и уже сравниваешь, и думаешь, опа, я это кушал. Ну, тут немножко оно недоперчено. Или как-то оно более, ну, как бы, к местному населению более, как бы, user-friendly.
Да-да-да. Потому что там все по-китайски, все очень острое, очень кислое, все такое горячее, шкварчущее. И мы с женой, когда приехали, моя супруга Ирина, она сразу искала ту плиту, на которой, да, готовится. И нашла ее в Деолена. Кстати, пусть, если не реклама, это реклама. Но там она нашла, и это было круто. И мы дома начали готовить в таком формате гриль. Потому что, как мы заметили, здесь вот, 2 человека могут принять участие, а там за столом сколько угодно, вытянутые. Как, Друзей позвал и раз, и все. Да, и мы наши семейные праздники. Откройте. Наши семейные праздники мы любим делать вот в таком большом веселом формате. Итак, у нас еще немножко гарнира шампиньонов Семен пожарил. 4 в 1 у нас получается. Немного на лицо попало. Так, Так, и добавить соус, да? Да, да. красота. Ну что, давайте пробовать. Давайте пробовать. Соуса. Я сейчас сфотографирую, а то жена Да. опять поверит, скажет, нет. Да-да-да, тоже сфотографируй. Ох, как здорово. Ну что ж, друзья, давайте пробовать. Давайте. Приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Просто и вкусно. Напоминает Китай? По мне очень вкусно. Да, правильно. Приятного аппетита. Мы же половину передачи разговаривали, половину передачи раз-раз и в дамке. То есть получается быстро, просто и вкусно. Ну что ж, Николай, Грибочки-то классные. я хочу тебе объявить благодарность, пожелать будущих успехов, чтобы все будущие еще начинания, да, чтобы новое, вот, более модернизированное получилось или прославило не только тебя, но и твою компанию, и вообще в Якутии узнали, что, оказывается, тут не только медведи по улице ходят, но еще есть такие крутые инженеры, крутые продвиженцы, эти крутые, получается, разработки. Спасибо. Вот тебе моя рука. Давай. И, Спасибо, конечно, Николай. да, в конце мы обычно представляем слово для телезрителей. Вот на эту камеру, пожалуйста. Ребята, верьте в себя, верьте в свои проекты. И самое важное, необходимо поверить в свою команду, в свою работу, в свой бизнес, в свой продукт, и все получится. Очень важно, чтобы у вас была здесь вера. Спасибо. Вы можете бесконечно смотреть, как мы кушаем, но мы на этом потихоньку заканчиваем. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Я Петр Цупанин, Семен Тарбахов, Николай Потапов. Всего доброго, друзья. На этом мы с вами потихоньку прощаемся. Но Да, мы да. не заканчиваем, мы еще продолжаем кушать. Мы Вот продолжаем. эту штуку как кушать надо? Надо это просто ее выдернуть и все. У меня просто Выдергивается все. выдергивается с помощью вилки либо руками. Вилку я знаю.